Известный исследователь Центральной Азии, ученый с мировым именем, профессор Гамбажап Цыбиков родился где-то в этих долинах Аги 150 лет назад, в 1873 году. Точное место его рождения, называемое по-бурятски Тонта, неизвестно. По документам пишут, что он родился именно 20 апреля. Ныне здравствующий родственник профессора Цыбикова Батыр Батыжрагалов, проживающий в селе Урдага, размышляет, что ученый, скорее всего, мог родиться на Зимнике. В то время люди вместе со скотиной кочевали с места на место 4 раза в году. Поскольку 20 апреля было еще холодно, кочевать с женой на сносях было бы рискованным шагом. А Зимник находился ближе к Хойтаге, в местности Хырык, связанной с легендой Бажин-Хатын. Тонта ученого может быть там. Когда родился Гамбажап, его отцу Цыбик-Мантуеву было 34 года. В молодости, сам мечтавший о хорошем образовании, поставил себе цель выучить грамоте своего сына. И сын Гамбажап учится в Чехинской гимназии и учится хорошо. Настолько хорошо, что заканчивает гимназию с отличием. Далее начинается большой путь будущего ученого, связанный с Санкт-Петербургом, с русским географическим обществом, с Тибетом. О его подвиге и трудах написано много, и у него огромное количество научных трудов. В этом фильме мы коснемся лишь нескольких малоизвестных фактов, связанных с именем ученого, и чуть коснемся темы его близких и родных. Известно, что он женился после своей знаменитой экспедиции в Тибет на дочери знаменитого в то время богатого Найона Нормажамбл Ачирова. В простонародье его звали просто Туманоим. Позже в простонародье ее звали Иши Авгай. На этом фото узнаем в середине младшую сестру профессора Мадью Авгай, настоящее имя Пагма. И между супругами сын профессора Донда Гринчин. Уже став ученым, профессором и весьма состоятельным человеком, на родине жил мало, но имел в Аге несколько домов, и всеми мирскими делами профессора управляла его супруга Бишавгай. В местности Тутхалта было большое селение, и появляется нужда в строительстве новой школы. Гамбажап Цыбиков в те трудные времена, являясь составителем букваря и грамматики бурятского языка, отдает один из своих домов под школу. Так изобразил и неизвестный художник жизнь в местности Тутхалта. В 1930 году профессор Цыбиков уходит в иной мир. Он был похоронен в местности Булуктуй на склоне горы Манита. С этими местами связана история с исчезнувшей головой профессора, но это уже отдельная тема. Поговорим о домах профессора. В селе Сахюрта во дворе школы стоит дом, связанный с именем профессора. Что это был за дом, откуда перевезли, обрастает разными слухами и догадками. Говорят, что в 1939 году, когда селение в местности Тутхалта перестало существовать, здание школы перевезли в Сахюрту. Далее в селе Урдага стоял этот дом. С виду кажется, будто дом стоит один в поле, но в то время на центральной усадьбе села не были еще построены ни клуб, ни другие здания, существующие ныне. Но опять же, в этом доме не жил профессор. Дом был построен после войны уже специально для вдовы профессора Бишавгай, поскольку сам профессор свои дома пожертвовал и, возможно, не раз. На фото запечатлены слева направо Ананда, сын Лыксык-Жабе, краевед Дарма-Базаржигмитов, действительный член Русского географического общества Сергей Марков, который долгое время переписывался со вдовой Цыбикова Бишавгай. Далее сама Бишавгай, ее дочь Амгалан и ее дети Аюша и Ашагма. Этот дом стоял в середине села. Здесь мы видим лишь след от дома. Рядом с домом стоял буддийский субурган, который во времена СССР был разрушен. Уже в наши дни Бумба, который был закопан под субурганом, вскрыли и спрятали под современным субурганом Дашигамон. Также утверждали, что дом Гамбажап Цыбикова был в селении Агинское.
Мы сейчас стоим на том месте, где стояла Агинская сберкасса в середине прошлого века. Многие говорили, что этот деревянный дом принадлежал Гамбужап Цыбикову, и мы придерживались такого же мнения. Но оказалось не так. И сейчас мы проедем и подъедем именно на то место, где стоял заезжий дом Гамбужап Цыбикова. Заезжий дом Цыбиковых находился именно в этом месте. Многие агинчане должны помнить этот дом как дом педагога Виктора Николаевича Долгополова. Супруга Гамбужап Цыбикова, Бишавре, или иначе Хаманарбоева, приезжала сюда, привозила сюда и внучку свою Амгалан. По утверждениям нашего агинского краеведа Бориса Леонидовича Зубова, на стене этого дома была табличка, что здесь проживал Гамбужап Цыбиков. В процессе подготовки фильма мы нашли вырезку из статьи старейшего агинского педагога Прокопия Алексеевича Носарева. Он пишет, что они жили по соседству с Гамбужап Цыбиковым, и о том, что семья профессора спасла их от голода. И говорится, что их дома стояли рядом. Дом Гамбужап Цыбикова стоял здесь. Стоял длинный дом. Вы, наверное, помните, что в этом доме вот последние годы размещалось кафе «Бузная» Кима Нарбоева еще. Носарев пишет, что они жили по соседству с Гамбужап Цыбиковым. И разделяла их дома только изгородь. Значит, где-то изгородь, где-то здесь вот была изгородь. На месте, где стоял дом Носарева, построили кирпичный дом. Вот он, кирпичный дом, который мы очень хорошо знаем, двухэтажный. И еще один момент. В документе, где сказано, что дом профессора передан Аймачному военкомату, приводится перечень имущества. Это оригинал документа, видно плохо. А есть копия, набранная современным шрифтом, заверенная сотрудником архива. Тут четко виден перечень. Кладовка 1, двухстворчатые ставни 8, рамы со стеклами летние 8, рамы со стеклами зимние тоже 8, половые доски из бревен 112, то же самое, но короткие 23. Далее ворота, калитка, печи, плита и так далее. У длинного деревянного дома было очень много окон с правой стороны. Видимо, и было 8 окон. Еще одна справка из Агинского архива гласит, что Гамбужап Цыбиков проживал в селе Агинское по улице Ленина, номер 67. В этом доме вместе с профессором проживал его сын Гамбужабон Дандагринчин. После смерти Цыбикова и его сына дом использовался Агинским отделением Госбанка. Справка за подписью директора Агинского краеведческого музея Жигиджа Абдаржиева. Думается, справка была составлена по просьбе родных Гамбужап Цыбикова. А заезжий дом Цыбикова, о котором говорил Борис Леонидович Зубов, думаем, что все-таки был, ведь свой дом профессор передал в Агинский Аймачный военкомат в 1927 году, при жизни своей, а жить в Агинском нужно было. Он ведь лечился у Лыксыкжабе и мог иметь заезжий дом. Теперь, когда мы точно знаем, где в селении Агинское стоял дом профессора, плавно перейдем к фотографиям потомков профессора Цыбикова и затронем несколько документов. Когда умер профессор в далеком 1930 году, и речи не было, видимо, о надобности справки о смерти. Этим занялась внучка Гамбужап Цыбикова, Амгалан. Все последующие потомки профессора начинаются от нее. Справка о смерти самого профессора составлена в 1981 году решением Магойтовского нарсуда. Магойтовского, потому что Амгалан была замужем в селе Дагой. Справка о смерти сына профессора Дандагринчина Гамбужабона. Интересна сама запись, которая утверждает, что он умер в 1943 году в результате заражения менингоэнцефалита. По другой версии, Дандагринчин был репрессирован и расстрелян 8 января 1938 года. Еще раз напомним, что Дандагринчин был женат на дочери знаменитого врача Аги Лыксыкжабе Лыкжими и совместная дочь Амгалан, которая собрала эти справки. Большинство документов, использованных в фильме, находятся у супруги Аюши. Аюша – это сын внучки профессора Амгалан, и супруга этого сына Дулма Дандагринчинова.
ныне проживает в селе Сахюрте. У нее же дома находятся некоторые личные вещи Гамбужап-Цибикова. Некоторые предметы могли принадлежать и Лыксык-Жабе. Сегодня никто не может сказать точно, какой предмет кому именно принадлежал. Здесь видим похороны Бишабре, вдовы профессора Цибикова. Она умерла в 1961 году и была похоронена в Дагое. Видим саму Амгалан с сыном Аюшей и дочерью Ашигмой. Далее, видимо, сестра профессора Мадю Абре. В очках стоит Лыкжима Лыксыковна, невеста профессора Цибикова. Она очень похожа на своего отца. Это Дагой. В этом побеленном доме жила и вдова профессора Бишабре. Здесь же ее и похоронили. Но я в то время присутствовал на похоронах Хамын Норбоевой. Но где-то мне лет сколько было? 13-14, наверное. Я хорошо помню, как ее хоронили. И последний путь проводили очень много людей, вот, представители окружной, районных администраций и области здесь были. На следующей фотографии Амгалан со своим мужем Туман-Баир Цыреновым. Здесь, в переднем ряду, сидит крайне слева, это сын Лыксык-Жабе, Ананда, то есть брат Лыкжимы Лыксыковны, отец Аюры Лыксыковича Анандаева, долгое время проработавшего директором Сахюртинской средней школы и ныне проживающий в поселке Агинское. В заднем ряду стоят, слева направо, это Ашигма, 1953 года рождения, дочь внучки профессора Амгалан. Она умерла в 2013 году. Рядом стоит сын Дашидондок. Ныне проживает в селе Дагой, работал физруком в Дагойской средней школе. Крайняя справа стоит сама Амгалан, рядом левее ее муж Туман-Баир Цыренов. Остальные – это гости, приехавшие из Монголии, которых мы не знаем. Какими они были людьми, расскажет Аюр Лыксыкович Анандаев. Сетхил сағаңла, хэнзан оданлығы жылбені, анандылы, қадоқтаңылда валы. Улу емі тоғыр жывай қывы, енді түрі болқа болқы гетігі ойлы. Тетелігі жима всегда варила, пекла. Вот. В то время буряты не пекли дома. Вот. Русская печь была. Она пекла. Она по заказу вот, соседей, друзей, она им пекла также вот эти. Но вот это хорошо помню. Амгалан, вот это она мне, получается, она двоюродная меня сестра. Она где-то намного старше меня, конечно. Я помню, как она вышла замуж в Дагой. В то время все они были живы, но все радовались. Вот это. Отец и тетя Лыкжима, они были все с Дагоя, вот, потому что породнились со своими земляками. Вот. Очень они обрадовались. Вот. Мы коснулись истории столетней давности. В фильм вошла самая малая часть огромной истории выдающегося сына бурятской земли, ученого, профессора. О нем рассказать за десяток минут невозможно. История этого ученого – это наша история нашей степной Аги. Когда начинаешь изучать наследие Гамбужап-Цибикова, всплывают известные имена, начиная от Тумана Йона, Петра Бадмаева, Лыксык-Жабе, Цибена Жамсарно, Базара Барадина, даже его святейшество Далай-Лама XIII. Он виделся даже с Намнане Ламой в Цугальском Дацане. Приходим к выводу, что у каждой эпохи свои выдающиеся люди, и оставляют они после себя добрый пример для подражания, который нам необходимо изучать и передавать правильную историю своим детям.